Протяженность реки Лена составляет 4400 метров, что составляет крупнейшую из арктических дельт во всем мире. И неудивительно, что у нас так хорошо развито ленское речное пароходство. Но сезон навигации не такой уж длинный, и на зимний период все корабли отправляются в спячку. Но работа с ними не заканчивается. Всем привет, друзья! Меня зовут Полина Долинская, и эта программа «Испытана на себе». Сегодня мы находимся в необычном и, я бы даже сказала, и романтичном месте, но не просто так, чтобы снять красивые картинки. У нас очень-очень много работы. Испытано на себе. Сегодня в рамках нашей программы нам нужен теплоход Рукавишников, и для того, чтобы состоялась его выморозка. Выморозка – это такой процесс, когда толщу льда убирают, вырывают вокруг него ямку, которая, кстати, называется майна, для того, чтобы в зимний период произвести осмотр и ремонт судна. Сегодня, друзья, этим мы и будем заниматься. Будьте с нами в течение всей программы и узнаем много интересного. Самый первый спикер, с которым я хочу вас познакомить, это не просто человек, который не боится морозов. Это потрясающая, хрупкая женщина Елена Михайловна Генералова, которая сегодня и будет меня обучать этому непростому и далеко не женскому делу. Сам процесс выморозки льда, он достаточно трудоемкий и не быстрый. На это уходит иногда от 1,5 до 3 месяцев. И делается он постепенно. В чем заключается его смысл? Во-первых, друзья, вы можете увидеть, мы сейчас находимся как раз возле льда. Основная суть выморозки – это уменьшить слой льда, но вырыть его не до воды, а именно сделать его тоньше. После этого дать воде замерзнуть вовнутрь и продолжить выдалбливание, вот эту выморозку, для того, чтобы потом в процессе, в идеальном состоянии, само судно оказалось поверх всей толщи льда. И вот вы можете видеть те самые ряды, как все это проходит. Первый слой – это первые 20 сантиметров выморозки, следующий уже идет гораздо больше, около 40. Самая крупная майна, которая когда-либо была вырыта, она достигала около 3 метров. А мы сегодня какую будем делать? 1,20 м, 1,40 м. 1,20 м, 1,40 м. Спускайтесь ко мне, и мы будем уже узнавать об этом более подробно. Вот это, я так понимаю, мое, да? Испытано на себе. Ну что, друзья, как говорится, лед тронулся. Это моя первая глыба. Ой, какая тяжелая льда. Ее куда? Сюда? Да, сюда, потом наверх выкидывать будем. Очень тяжелая. Кстати, сколько у нее вес примерно? Килограмм 5-6? Нет, тут 7-8, наверное. Вот такой. Ну, вот такие вот лежит, вот где-то около 5-6. С обратной стороны тоже работают сотрудники. Да, ну вот мы с мужем вдвоем. Да этот пароход и тот пароход. Вы должны как бы встретиться. Нет, мы не встретимся с ним, потому что здесь у нас ремонт идет от чисто вал. Они будут трубу менять, куда вставляется вал. И вот мы должны его полностью освободить, винт освободить. Вот эту трубу валовую полностью надо нам очистить, чтобы они произвели ремонт, поменяли вот эту именно трубу. То есть даже не все судно будет над водой, а какая-то конкретная часть? Какая-то часть. Вот где будет ремонт, там и вымораживается вот это вот. А это уже известно, то есть часть, которая требует замены какого-то, осмотра дополнительного, это известно уже по окончанию навигации? Да, уже механик знает, он нанимает, например, вот нас нанял, это частный человек, да, получается, он нас нанял, нам объясняет суть работы, и мы начинаем вот вымораживать, ему освобождая вот именно то место, где должен произойти вот этот ремонт, производиться ремонт. Блин, прикольно. Посильнее. Всё, снимаем? О, поехала. Круто. Доставка чистой ледяной воды в Брест. Ой. А как давно вы этим занимаетесь? А?
давно. Да. В этом году у меня юбилей 10 лет. Ух ты, мы вас поздравляем. А почему так вышло? Почему женщина зимой не в тепле сидит, очаг бережет? Ну, во-первых, сначала меня привлек интерес, что это вообще. У нас на слипе я работаю там машинистом крана, и мужчины у нас вымораживали рельсы косяковых тележек. Это вот поднимают сюда. И вот эти рельсы надо очищать, чтобы потом, ну, посмотрели, нужен ремонт, не нужен. И вот мужчины у нас этим занимались. И для меня это стало интересно. Ну, они пилят, лед там долбят, да. И я вот решила, ну, давай-ка я посмотрю. Сначала я посмотрела, потом взяла кайлушку, попробовала. Потом подошла к начальнику и говорю, я хочу попробовать. Можно я возьму одну вот майну и попробую выбить? Ну, говорит, если хочешь, попробуй, как бы, да, он мне не отказал, я попробовала, мне понравилось, я выбила, я сделала свою работу, и тут уже азарт у меня, а я такой человек, если у меня что-то получается, я никогда не бросаю, да, и все, и вот я на следующий год взяла пароход уже, познакомилась с мужем, и мы вместе уже вот, считайте, 10 лет в этом году, как вот вымораживаем, берем постоянно сюда, и вымораживаем. Так Ну, вы еще и любовь свою нашли, получается. да, еще. Они стояли у нас в этом, на слипе, пароход их не стоял. И вот мы как-то начали общаться, я крановщик, они же со мной, я с ними работаю. И вот у нас как-то закрутилось. И завертелась. Да, и мы вот, да, как-то сошлись. У нас потом дочка родилась. Ух ты. Здорово. А как вот старшие родственники, может быть, ваши родители, друзья, подруги те же самые, как они восприняли? В шоке. В шоке. Ну, дети поначалу, мама, ты чё? Потом как-то, ну, давай мы тоже посмотрим, как-то приходили, смотрели, ой, это не наше, как бы мы не будем этим заниматься. Но, как сказать, никто не говорил, да нет, не стоит. Ну, как-то я, как сказать, не восхищаются, а может больше удивления, наверное. Ну и поддерживают как-то, радуются. Я всегда выкладываю, да, свою работу, там, вот сделали столько, да, уже мы сдали пароход, и всегда мне отвечают, там, молодец. И как-то, не знаю, ну никто не говорит. Ну бывает, когда комментарии, да, на вот эти вот посты всякие могут писать, да, вот, там, да вот женщину бедную довели. Хочу сказать, что никто меня не довел. Во-первых, мне это нравится, да. Во-вторых, за это платят. Ну, конечно, это в первую очередь, да, заработок, да, какой-то. И в-третьих, как бы, ну, это физическая кардионагрузка, да, это фитнес. И я после родов, получается, очень сильно поправилась. Наверное, в 3 раза больше была, чем сейчас, да. И вот эта вот выморозка мне помогла вот скинуть без проблем вес. И вот я говорю, я чувствую себя здесь намного лучше, нежели если бы я сидела дома, да. Вот кран не работает, когда очень холодно. И я не могу сидеть вот просто. Я, видимо, такой человек, мне надо движение. Я вот, ну, сама вот такая, что без движения я сидеть прям не могу. Еще же говорят, что лед, он молодость сохраняет. Ну да, наверное. Это с 8 утра получается, да, и до 5, до 4 мы всегда вот на улице. Мы редко заходим греться. Вот сейчас вот если там в обед вот зайти, кофе попить, мы в машину зайдем, и то вот мы выйдем, мы уже будем мокрые. И работать, конечно, тяжело уже, но все равно хочется и кофе попить, и отдохнуть, как бы, да, и уже, если раньше мы этого не делали, сейчас уже, ну, я не хочу говорить, что возраст там туда-сюда, но все же, как бы, дает о себе знать, да, и все равно уже усталость есть, уже это, руки ломят, ноги болят, коленки там. Какие интересные находки находили, может быть, во льду? Ну вот буквально недавно, как странно, удивительно, я никогда не находила рыбу во льду. Ух ты! И тут я замерзшую 2 раза нашла 2 рыбки, как бы, они, я не знаю, каким макаром, но они прям примерзли, не уплыли, и вот и находила, тоже выкладывала я вот в интернет. И вот буквально недавно, ну это, конечно, оказалось мусор, я нашла бутылку и там думаю, вот, там сейчас записка, ну как бы, да, сказки верю.
такая нахожу эту бутылку, сфотографировала, я ее выбила, очистила. Это оказалось просто пластиковая бутылочка, мусор. Тоже вот в интернет в шуточной форме я выкладывала это все. Ну а так, чтобы что-то такое, нет. Прям такого нет, потому что судно получается все равно тут глубоко, да, это только мусор может там или рыбка где-нибудь, да, застрять и замерзнуть, а так оно все равно где-то все тонет там на дне, поэтому такого, чтобы что-то находить, нет. Испытано на себе. А этот лед можно продавать Конечно, он чистый, для питья? да. Можно его разбить, чтобы не сильно тяжелым. Это ваш супруг там, да, пилит? Да. Ай. А мне прям нравится, это правда фитнес. Так что всем, кто хочет привести свою фигуру в порядок, подготовиться к пляжному сезону, либо похудеть к 8 марта, то, пожалуйста, милости просим. Одна такая смена и прям Да, идеальный... минус 3 килограмма. Ага. Так неудобно будет показать. Да. Круто, у вас так ловко все это получается. Ну, в 10 лет дает о себе знать. Так, главное, поберегитесь все. Так, оператор жив. Подальше, Отлично. подальше, руки повыше. Руки повыше. У вас не Сюда? хватает, ага. А, Поэтому вылета не хватает. ой, так я поняла, как это работает. Вот. О, получилось. О, некоторые глыбы прям тяжелые. Ну так можно, да, если ступеньку туда-сюда и Ага. накачать ноги хорошенько. Но это же прям то, что нужно. Можно создавать свой блог. Подготовка к пляжному сезону. Да-да. Че, отдохнете? Да. Давайте. У меня руки прям с непривычки, такое ощущение, как будто бы где-то это в кистях Да, немного. но если долго, то они начнут болеть. Но я чувствую, завтра я вспомню эту съемку. Должна заметить, друзья, что здесь
в майне гораздо теплее, чем на поверхности. Ну, это, наверное, вполне себе логично, потому что там нету продуваемого ветра. Здесь же мы находимся с вами на реке. Здесь нет ни домов, ни преград, ни тем более каких-нибудь кустов, поэтому ветер ощущается гораздо сильнее, чем если бы мы находились в центре города. Так что в этой майне можно еще и погреться. Соответственно, я понимаю, почему некоторые народности, которые строят иглу из льдин, они еще и предпочитают ночевать в них и не замерзают. Вот так вот. Вот такие открытия, полезные инсайты в течение нашей программы. Испытано на себе. Все? Готово? Ага. Сравнять, чтобы вот полосы. Ой. Разно- Спасибо. И теперь верхняя. Сильней. Со своей стороны бейте, вот как били. Ага, Здесь? Да. И сильно. Оно выпадет. Во. Ух ты. Ага, жарко стало. Ага. Пошла жара, как говорится. Да, тут потеешь сильно, несмотря на морозы. А я еще так переживала за сегодняшнюю съемку, думаю. 46 на улице, ощущается как 56. Думаю, как мы снимать будем? В бок. Так не выйдет. Ага. Думаю, ладно, мы с оператором валенки наденем. Техника как справится. Не, жарко. Тут А вы были правы, это действительно азартно. да. Ну, это азартно, когда запилено. А когда вручную долбите, там уже каждый кусочек скребешь. Когда запилено, легко, конечно, забивать просто. Но бывают места, где уже
пилой не залезть, и тогда уже все вручную. Это, наверное, где двигатели, да? Да, это где самые вот такие. вал уже очищаешь вручную, винт, там уже не запилишься, винт там лопасти мешают, приходится вручную очищать. Это тут хорошо, нету насадки, есть в насадке получается винт. Мгм. И если в насадке винт, там уже вручную все это получается, ты должен в насадку как-то залезть, выдолбить лопасти все, там очень неудобно, это вот насадка и вот винт внутри. Ага. И все это скребешь вот так вот вручную, кайлушкой вот так, всякое разное по корпусу. Там очень много кайлушек ломаются, потому что ну, повреждаешь А вообще, что касается расходного материала, это заказчик вам предоставляет или же вы сами закупаетесь? ну, пила наша, цепи мы закупаемся, да, Тоже для пилы. бензин мы закупаем сами, масло. Кайлушки, вот там, где я работаю, да, они выдают, мы потом их сдаем. Кайлушки. Вообще, на одно судно, ну, допустим, он такой, как этот теплоход, сколько уходит кайлушек? Ну, у нас есть что у мужа, что у меня по 2 кайлушки. Один на корпус, другой по льду, да. В принципе, больше и не надо, просто их надо вовремя оттягивать, вовремя затачивать по льду, которые, да, и потому что если она затупилась, и ты дальше долбишь, это, соответственно, минус твои руки, да, что руки потом завтра ты с ними уже ничего не сделаешь. Поэтому чем острее кайло, тем, конечно, проще работать. Лед откалывается хорошо. Ну и, соответственно, надо смотреть за своими этими. По корпусу тоже должно быть не прям вот такое вот, да, что ты там долбишь и оно ничего не отскакивает. Тоже должно быть оттянуто, но не острое, чтобы лед хорошо по корпусу откалывался. А во сколько начинается ваш рабочий день и во сколько заканчивается? Это только для светлого времени суток Да, работа? только для светлого, потому что там уже дальше, тем более под корпусом, вот здесь светлее, да, чем под корпусом. И чем темнее уже на улице, тут если еще более-менее, да, как-то видно, тут уже все, ничего не видно. Поэтому не стоит, конечно. У нас вот сейчас световое время, да, удлинилось, и нам уже проще, как бы, да, мы до 5 можем еще уже как-то поработать, оттянуть. Раньше, если мы до 3:30, да, это максимум до 4 уже собираемся, уходим домой. А сейчас, да, до 5 спокойно еще. Ну, у нас еще садик ребенка собрать, поэтому все равно, если тут отсюда мы в Житай должны уехать, доехать до Житая, забрать, переодеться, забрать ребенка, поэтому все равно так же пораньше уезжаем. А бывает такое, что вот на 8 марта обычно же у нас что, любимое задание «Нарисуйте маму». Ага. Дети рисуют вас? Да, конечно, но не рисует с кайлом. Нет, ни с пилой, ни с кайлой не рисует. Она рисует, как бы, да, тоже там, цветочки там, ну, такое. Нету такого, что прям как мужика рисует. Мама есть мама. У себя там в Жатае, где вы проживаете, вы местная знаменитость. Ну, не знаю. Как это повлияло на вашу жизнь? Заметили ли вы какие-то Нет. изменения? Нет, вообще нет. Ну, как обычно. В прошлом году как-то это все начиналось, да, сначала мне как-то вроде нравилось, думаю, ой, меня там узнаю, потом это, если честно, надоедает уже как-то. Ну, как бы, ну, для чего? Ну, пришли, поснимали, ушли. Как бы. Ну, отец мой прямо очень, да, когда я покажу, то ему нравится, он уже пожилой человек, да, смотрит, радуется. Ну, дети мои тоже как-то, да, где-то увидят там. Это, ну, в принципе, нет, ничего вообще не изменилось. Ну, все так А же. клиентов стало больше? Клиентов на что? Ну, вот заказчиков на работы. Нет, все так же. Я сама выпрашиваю эти пароходы, да, например, Лорп мне не дает, потому что я женщина, да, а женский труд, он не должен эксплуатироваться именно такой тяжелый. Поэтому даже на меня не закрывают договор, не делают на меня. Я прошу другого человека, да, чтобы, потому что ну, на меня просто нельзя, потому что я женщина. А так, ну, я не знаю, вот эти пароходы муж договаривался, как бы, да, и мы приходим. Ну, в принципе, ничего не изменилось, никаких клиентов такого, ничего нету, просто я иду, работаю, делаю свое дело. В прошлом году мужа, супруга не было, и вот я с племянником взяли 4 парохода, тоже вот так выбивали. И
как-то тоже. Ну, он первый в год был, и мне пришлось его учить что-то, да, и самой тоже учиться, да, эту пилу разбирать, эту пилу я никогда не разбирала ее, тут Google в помощи, давай ее разбирать, собирать, тут она что-то у нас зачахла, не стала работать, и вот пришлось все это самой, машину сама ремонтируешь, ну, как бы не совсем там двигатель или что-то, да, там масло поменять, там колесо, там эти отлетают, шпильки надо поменять, вот это вот по мелочи тоже вот сама, и приходится вот, да, где-то учиться, где-то это, и вот каждый год вот берешь пароходы, и это не то, что ты вот взял профессионал, взял и начинаешь, каждый год чему-то новому, все пароходы, они разные, и каждый год, я говорю, это вот как-то по-другому. Тут, если ты берешь всегда один и тот же пароход, конечно, ты знаешь. А бывает, мы берем то ли танкера, да, там, или Ленонефть, там, или Соты, там, ну, разные они пароходы, получается, и разные днища, разные эти винты, валы, все это разное. И все, как бы, суть работы одна, но бывают нюансы такие есть. Поэтому, ну, в принципе, в моей жизни ничего не изменилось. Все так же. Круто! Испытано на себе. В бок. Он застрял. Только не на ноги, осторожно. Ага. Все, он не поднимается. Можете еще по корпусу. Вот сзади. Вот это? Нет, тихо. Сзади Вот вот. Нет, вот. Ручка. И от корпуса отбивать можно. Вот эти. Ага. Прямо вот между корпусом и льдом. И они будут отскакивать. Между корпусом бейте. Ага, во-во-во. Ух ты! Руки вообще, да? Завтра я подумаю об этой съемке несколько раз. А нет, тут тяжелее. Да. Всё, бейте тогда. Ой, сейчас. Осторожно в лицо.
Сейчас упадет еще чуть-чуть. Сейчас упадет. О. Прилетела. Так, где мои модные верхонки? Давайте я по корпусу выбивайте дальше угол. О, боже. Я просто жизнь познала сегодня. Чем глубже майна, тем вот выкидывать тяжелее. Да. Устала. Я бы так 3 месяца не смогла бы. Без отдыха каждый день. В 6 утра подъем и вот. По несколько часов. Просто если останавливаешься, начинаешь замерзать, правильно? Вот. Поэтому надо всегда двигаться. Но все равно такой достаточный период. Да. Ну, все равно у меня как бы, да, кран получается, это туда подниматься, спускаться, руки все равно движение, рычаги подергай, все равно в движении, все равно вот это напряжение постоянно. Ну, руки помнят, конечно. Но все равно, когда только первые вот 2 недели, все равно все болит. Начинаешь, когда только... Испытано на себе. Ну что, друзья, наша съемка подошла к концу. Это было самое необычное испытание
холодом, с стойкостью, выносливостью. И вообще это просто была проверка на прочность. Елена Михайловна, большое вам спасибо за такой прекрасный опыт. Ну и, конечно же, мы желаем вам дальнейших успехов и поздравляем с вашим первым юбилеем, 10 лет. И, друзья, я думаю, наша программа не для того, чтобы мы что-то испытывали и рассказывали о том, какие есть профессии, какие есть необычные хобби. В первую очередь мы работаем для людей, для наших телезрителей, чтобы рассказывать о таких, как вы, необычных людях, которые в непростых условиях делают такую сложную работу. Спасибо. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока! Испытано на себе.